Sport Gagauziyada hem Moldova'da mahsus yer kaplar. Gençler yıldan tazide başladılar zanıtlanma türlü spor çeşitlerinin. Beğenirler hem severler gitmeye türlü yarışmalara. Bugün de anladınız, stüdyamızda var misafirler, sporcular. Angları Dilçok'tan döndüler bitki yarışmadan. Bugün anladacıklar neyle döndüler geri Gagauziya. Angı becermekleri kendilerine aldılar. Bugün stüdyamızda bulunan Piotr Kuru, o sambo uğrunda trener. Hem onun sporcuları Vasily Kiryakov, hem Alexander Nedu. Доброе утро. Доброе утро. Почему такие грустные? Мы не После тренировки, наверное. Все нормально. Расскажите, что за чемпионат прошел, сколько спортсменов участвовало и где это проходило? Ну, уже информация поступила во многие СМИ, но я хочу сказать, что с 12 по 13 февраля в городе Минск состоялся открытый Кубок Европы на призы президента Лукашенко Белоруссии. Она в Минске состоялась, приняли участие 11 команд, всего участников 140 человек, в том числе и сборная Молдавии выехала туда в составе 12 человек. И 2 человека представляли нашу комрадскую спортивную школу, это Вася Киряков рядом и Саша Неду, мастера спорта, серебряный призер оба чемпионатов мира среди молодежи. И я хочу сказать, что они впервые участвуют на этих соревнованиях. Это соревнования, где набираются очки для участия на европейских олимпийских играх. Это не чемпионат, а кубок, турнир, который приравнивается к категории А, где каждому участнику присваиваются баллы, набирают очки для того, чтобы участвовать на последующих более серьезных соревнованиях. И участвуя на этих соревнованиях, наши ребята впервые участвовали среди взрослых. И с первой схватки, вот первого вышел Вася на ковер, я смотрел эти все схватки. Я сам не поехал, потому что там были оговоры некоторые ситуации, когда они едут со старшим тренером, поехали самостоятельно без меня. Я посмотрел эти схватки. Вася первую схватку выиграл чемпиона Беларуси, буквально явно преимущество, а вторую схватку за выход в финал уже он боролся с представителем Армении, вел схватку 7-0, и последние минуты Вася потерял все, что превосходство, которое имел. Соперник провел бросок, удержал, и Вася проиграл схватку за выход в финал. Это очень огорчительный момент был для меня, конечно. Я когда он упал, я прямо даже видел ситуацию, когда он может упасть, и 8-7 он проиграл. Я даже ситуацию видел, как будто прочувствовал нутром, когда он начал, соперник его так поймал на противоходе и запустил его прогибом немножко, так мне сердце сорвалось с места, мне кажется. И после уже Вася уже боролся за 3-е место, тоже уступил россиянину, но хочу сказать, что они не спасовали перед взрослыми соперниками, которые имеют огромный опыт, участники многих международных соревнований и имеют такой огромный опыт. Ребята, несмотря на то, что первый раз среди взрослых, у нас чемпионат Молдовы проходит среди взрослых, но там тоже борются наши воспитанники, тоже юноши, юниоры, а взрослых 1-2 человека есть, это хорошо. Но сказать, что они растерялись, это... Я был уверен в них, и я видел, что они могут бороться среди взрослых. Даже соперник, который он уступил в конце, вот за выход в финал, он подошел к нему и говорит: ты хорошо борешься, но ты еще совсем молодой. Говорит, у тебя все еще То есть они сделали скидку на возраст, да, а вы наоборот. Да. Вторую схватку, за второй встречи вышел Саша. Тоже отборолся хорошо, пропустил первый 1 балл. В ходе схватки он провел бросок, и оценка там должна была 2 балла, но судьи не дали не то, что 2 балла, 1 балл даже не дали. И в конце Саша проиграл незначительным преимуществом в 1 балл. Он проиграл своего соперника из Белоруссии. А после за следующую схватку его соперник проиграл, и Саша остался без медали. Не то, что без медали, без участия в дальних соревнованиях, выбывая сразу так и не учащался об этом говорит. Но тем не менее я посмотрел всю схватку, и одного, и второго, и ситуация мне... Я так понял, что очень в этот момент не хватало меня, это мое присутствие там. Но как они это прочувствовали? Сейчас мы их спросим, как вы они почувствовали, Василий. Вы первый раз самостоятельно отправились на соревнования.
Что вы чувствовали, когда узнали, что вы сами поедете без тренера? Такого еще не было. Что узнал? Ничего хорошего в мыслях не было от этого. Испугался? Нет, конечно, чего бояться. Ты же спортсмен, Ну да. конечно. Дорога была тяжелая, без тренера все-таки, а так все прошло нормально. Мыслями с тренером как-то энергетически общался, так мне казалось. Но когда И- видите его в зале вместе с... Ну, конечно, другая Зрителям- энергетика совсем уже появляется, и другая борьба. И я Чего думаю, не- был бы наш тренер там, я как минимум был бы в финале. То есть ты то, что не получил место, думаешь, что все-таки должна быть поддержка вот прямая, напрямую с тренером, который находится в зале? Но я еще не настолько опытный на таких соревнованиях для выступления на таком уровне. Это совсем другая борьба, это другой уровень. А чего тебе вот не хватило, кроме того, что не было тренера с тобой? Каких навыков, умений, которых у тебя нету? Потому что Петр Федорович, смотрю, не скидывает на возраст, он уверен в вас и знает, что вы можете бороться на уровне со взрослыми. Мне, наверное, не хватило только немножко тактической подготовки, вот, особенно с русским за третье место борюсь. Я ощущаю, что он переигрывает меня постоянно на захватах. В общем, есть моменты, которые стоит Над ними работать, перебороть, да? да. Сколько баллов получил? Первую встречу выиграл белоруса, чемпион страны по мужикам, такой опытный парень. Выиграл 7-3 его. Так, уверенно вообще проходил, немножко кардио подводило. За финал вообще тоже красиво отборолся, так, вел 7-0. В принципе, чувствовал себя уверенно. И на последней минуте не было ни сил, ни дыхания, ничего. И свалился на 4 балла, удержали меня. А за тройку, вот, наверное, самая сложная встреча была для меня вот с этим русским соперником, потому что я только беру захват, он снял меня, и мне постоянно приходилось тратить силы на то, чтобы взять снова свой захват. То есть надо работать, и все впереди. Александр, вы так скромно сидите, расскажите о ваших эмоциях и чувствах. Было сложно без тренера, не было того человека, который подскажет, который поддержит, который в нужные моменты оспорит, например. У меня там был эпизод, где можно было дать 2 балла мне, но вот был бы Петр Федорович бы Оспорил оспорил. этот момент, да? Не хватило, ну как, опыта, можно сказать. Я еще молодой для того, чтобы один выступать на таких соревнованиях. Петр Федорович всегда подсказывает, и прислушиваешься к нему и делаешь правильно. Получается. Тебе чего не хватило, чтобы выйти в финал? Мне, ну, как бы физическая подготовка была хорошая, все хватило, но опыта и техники, можно сказать. Поддержки мало было. Петр Федорович, сейчас что по возвращению ошибки поняты, вы смотрели в прямом эфире, все видели. Сейчас тренировки будут строиться по-другому и побольше или поменьше? Они должны делать сами выводы в некоторой степени, потому что я там смотрел эти схватки, но немножко, как вам сказать, я неправильно заметили, что не хватает ему опыта такой взрослой борьбы. И я подчеркнул сразу, что юношеская и молодежная борьба – это одно, но взрослая борьба – это совсем другое. Там есть такие матеры, которые уже знают не то, что там, как захват взять, но как уйти от захвата, как просто уловку какую-то сделать такую, что они даже никогда это не видели, потому что у нас на тренировке, во-первых, у нас нет сборов. Я уже устал говорить о том, что нет сборов перед тем, как уехать. Поменять обстановку хотя бы для того, чтобы предварительно уже быть готовы к тому, что соперник уже по другой борьбе будет. Да. У нас они вдвоем тренируются, еще 3-4 человека, еще общая сложность у нас, если соберется вот на уровне подготовки, как они, 5-6 человек есть, это не говорит о том, что мы можем наравне выступать за сборную России, за сборную Армении или Беларуси. Сидя дома не наберешь этого опыта. Конечно, это очень большая работа. И еще раз говорю, что это надо побольше участвовать на такие соревнования, чтобы набрать опыт. Опыт придет со временем, но для того, чтобы не сбить тот настрой, который есть, начинать вот с провалов, это немножко тормозит само развитие, дальнейшую подготовку спортсмена. Поэтому я думаю, что мы сделаем хорошие выводы. У нас есть над чем работать, поработаем вместе уже. Буквально сейчас мы будем готовиться уже на чемпионат Европы среди молодежи, будет в Таллине проходить. У нас осталось
не так много времени, 1,5 месяца. И за это время мы должны устранить те ошибки, которые сейчас допустили, еще набрать опыта, чтобы поставить другое немножко условие, потому что я вижу, что они на соревнованиях дома отрабатывают одно, на соревнованиях пытаются делать другое. На соревнованиях эти вещи нельзя делать. На соревнованиях только надо уже выполнять то, что вы постоянно выполняете, что значит автоматизм, это уже не думать, как проводить. А надо сделать тот или иной прием, который уже тебе проходит любую ситуацию, любое время. Импровизация не нужна. Саша начал там импровизировать, а Вася уже выступал так, как выступает, как всегда, он отрабатывает. Он тоже сбивается немножко с курса, но он находит точки, которые соперника можно заставить ошибиться. Вот и Вася использует такие два броска. Одному и второму, и даже трем соперникам сделал обратную спину. Они, видно, не ожидали на 4 балла падения. Такие там опытные ребята, мастера спорта. И такое падение, это может допустить только новичок. Но, опять же, это хорошо, что проходит. Но сегодня оно проходит, завтра сегодня уже посмотрели. Соперники, которые он боролся с ними, они же сделают вывод, уже записи у всех есть, это секрета сейчас нету, они все посмотрят, на это уже будут готовы, надо уже готовить другие какие-то заморочки, чтобы они там... Вот как вот эти вот, как вы сказали, заморочки вы готовите, вы смотрите другие, как борются, смотрите прямые эфиры, другие чемпионаты, где вы не участвуете, записываете какие-то, вот ребята, мне тоже интересно, как набираются опыта, не борясь вот с такими опытными... Ну вот я говорю, что мы с ними импровизируем очень много на тренировках, когда они включают немножко мозги, вот я могу даже это позволить себе, когда они слушают то, что я говорю, и включают они сами в это время, они многие вещи могут сотворить, которые неожиданны для всех, даже не то, что там, вот, может быть, экскурс немножко назад, 2 года назад мы чемпионат Молдавии провели, они выиграли все схватки, болевым приемом выиграли, один и другой, по 4, по 5 схваток выиграли болевым приемом, которые не присущи другим школам или другим тренерам и спортсменам. И сегодня уже эти спортсмены уже все уже отработали. Многие тренера видели, что мы делаем. Уже наши коронные вещи, уже те импровизы, уже включили свои арсенал своей техники. И уже, смотрю, проводят и успешно проводят уже. Потому что сейчас ни от кого ничего не скроешь. Все на виду. Конечно, все снимается. Я им говорю, всегда говорю, сейчас столько информации по борьбе или любому виду спорта, то есть, если ты хочешь что-то... Есть вещи, которые тренер не может показать, знаете, есть вещи, которые присущи только спортсмену, и спортсмены высокого класса, они могут это сделать, но это можно попробовать, но у тебя получится или не получится, это второй вопрос, но пробовать надо. А иногда пройдет такая вот заковыка, закручка такая пойдет, такая, что вот у Васи это некоторые есть. Саша очень хорошо делал выход пяточки, а в этот раз заблокирована рука, не видит, что заблокирована рука, или растерялся. Он хочет то же самое делать, соперник убирает руку, все, и Саша уже не знает, не может. Петр Федорович, а вам не кажется, что вот ребята очень эмоционально связаны с вами как с тренером, и ваше отсутствие вот им дало вот эту слабину, то есть они все знают, все умеют, но из-за того, что вас нету, некому вот подмигнуть, намекнуть, что все правильно, вот они вот так вот проиграли. Возможно, у них и были шансы выиграть. Ну, я не говорю, что я слишком много опекаю, но я когда вижу, что они правильно ведут схватку, я молчу, мне лучше промолчать, чем мешать им подсказывать. Я знаю, где им подсказать, я вижу, что где они не дорабатывают, не дорабатывают, я сразу говорю, или сорви захват, или поменяй стойку, вот это вещи, которые там, но сам факт, что мы говорим на русском языке, и у нас получается, что если своим подсказывать, если соперник тоже видит это, слышит, вернее, то и пора переходить на гагаузский, я думаю. Переходить на гагаузский. Это будет ваша изюминка, которую никто не поймет. На гагаузский немножко там не так звучит, это, и не каждый прием можно перевести на гагаузский язык, получается немножко абсурдная ситуация, но мы в любом случае есть самой мимикой мы можем поменять самую стойку или бросок какой-то там показать, но это тренерские уловки, которые у каждого есть, так что я думаю, что они уже читают меня, я их тоже читаю немножко. И это уже много лет вместе, да, поэтому... Мы вместе работаем, и не 1 год, и я уже говорил, что мы уже дыхание каждого чувствуем, не знаем, что они скажут, когда они что будут делать. И плохо тот тренер, который не видит, чем будет, какое следующее действие будет спортсмена. Я думаю, что у нас все получается хорошо. Но я говорю, это дебютные соревнования их, но сама борьба мне в принципе понравилась очень. Что они там не спасовали абсолютно, и шли в бой, как будто они
Настоящие спортсмены, что Да, настоящие, по-настоящему отборолись очень здорово, мне понравилось. Но результат, может быть, не тот, когда ожидал. И все у нас в руках было, но, как говорится, уже время прошлое, и будем делать, выйти из ошибок. Я думаю, что все будет работу нормально. над ошибками, и тем более в ближайшее время вас ожидает новый чемпионат. Да, у нас буквально послезавтра мы едем на чемпионат по республике по дзюдо. Но дзюдо нам немножко будет, наверное, сложнее, потому что в последнее время мы года 3 или 4 акцентировали внимание на самбо, потому что мы участвовали на чемпионате Европы, мира и республики по большей части участвовали на самбо. У нас там, во-первых, стойка, другая форма, другая оценки баллов, короче. Ну, это немножко разные, но мы попробуем себя и по дзюдо то же самое. Ничего страшного, я думаю, что мы найдем ключик этим соперникам нашим. Нам остается пожелать вам только удачи, успехов и не расстраиваться, когда вы проигрываете. Есть время исправить ошибки и пойти вперед. Это тоже опыт и очень ценный опыт. Люди, которые извлекают опыт из своих ошибок, это говорит о том, что они не стоят на месте, работают и идут вперед. Спасибо вам, Спасибо. что пригласили.